Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И рад представить вам наших сегодняшних гостей. Это участники проекта Well, саунд-продюсер Влад Пашкевич, а также вокалистка Лера Грибусова. Какие птицы зимой не улетают на юг? Снегири. Голуби. Что должно быть на новогоднем столе? Суши. На чем рисуют, если нет бумаги? В чем попало? На стене. Где в квартире можно спрятать заначку? Вот не расскажу. Well — творческий союз саунд-продюсера Влада Пашкевича и вокалистки Леры Грибусовой. Участники конкурса Евровидения от Беларуси в 2020 году. На главном музыкальном европейском шоу представят песню «До видна» — современный танцевальный трек на белорусском языке. Лера, Влад, привет! Привет! Привет, рады вас видеть. Разумеется, вас поздравляем очень и очень. Спасибо огромное. Угадайте, о чем сегодня будет наше интервью, чему оно будет посвящено? Даже Конечно же, интересно. 1, 2, 3. Евровидение! Евровидение! Какая слаженная Вы команда! угадали, ребят! Вот Е-е-е! это логика! Отлично! Слушайте, ну вы у нас уже были в гостях, мы уже расспросили о многом, теперь, да, будем говорить уже непосредственно об инфоповоде. И, кстати, вы первый раз в нацотборе в финале, и сразу Да. вот такой вот результат. Вы вообще до Да. этого следили за конкурсом? С детства. Да? Смотрели. Когда-то слабее, когда-то сильнее. Хорошо, а кто ваши вот фавориты среди тех, кто представлял Беларусь? Нави Бенд. А что вы сделали первым делом, когда узнали о победе? Ваши первые действия? Это помимо... Первое Вот действие что-то. это были дать интервью множественные и ответить на вопросы, на которые не хотелось отвечать. Или, Какие, вернее, не было например? ответов на них. Что будет меняться в номере? Будет ли меняться аранжировка? Почему название Well? Чем Да. мы похожи Чем на мы Нави похожи Бенд? на Вибен, да. Вы пара? Да, мы пара. Да, ребята, ну, собственно говоря, выяснили самые такие вопросы, поэтому давайте сразу их и коснемся. Так что, Давайте. похоже на Нави Бенд? Не Давайте. похоже на Нави Бенд? Сегодня- Мы сегодня уже встречались с Уже ребятами. с ними, да, и снимали как раз-таки, и нам всем вместе вчетвером задали этот вопрос, и Артем на него замечательно ответил. Как, в принципе, и я Как и буквально Лера 2 дня отвечала назад. всегда, да, то есть мы похожи тем, что мы мальчик и девочка. Мы На пара. этом всё. Да. Я уже испугался, что мы все очень круто ответили. Мы большая шведская семья. Это тоже, да. Слушайте, ну а как Нави Бенд? Они вас поддерживают? Они позвонили? Что говорили? Какие напутствия? 12-ку, когда отбирали, ребята сидели в жюри, очень нас поддерживали. Мы ощущали это, когда были на сцене. Это был энергообмен очень крутой. И Артем даже позвонил потом и сказал, что, ребята, мы вас поздравляем с проходом в финал. Ну, это когда было еще вот здесь, эта вся история. Вот, ну, а потом, конечно же, тоже. Конечно же, То тоже есть поздравляли. нам да. очень важна поддержка ребят, и мы дружим еще в жизни, ходим друг к другу на концерты. Да, так что... О, мы- как это все миленько. Как-то праздновали победу или как? Да, до видна у нас автопати была, До 8 утра, да. так и называлась. Расчистили квартиру, и все поместились. Каждый Честно раз признаться, людей было прибраться больше. после этой вечеринки получилось позавчера только. Слава богу, что Серьезно? пришла твоя мама Да, и пришла мама и помогла помыла это посуду. сделать. Потому что все было, ну, такой вот разброс. Так, хорошо, с Нави Бэндом, с поддержкой мы разобрались. А что касается других представителей сцены нашей белорусской, как они к победе отнеслись? Вас поддерживают, либо там уже каждый сам себе варится? Ну вот группа Чакра замечательное поздравление отправили. Да, они где поехали... в клубе, в баре, да. да, пели нашу песню. Ну, Ну, вот в общем, скоро, наверное, это видео появится в В дневниках в дневниках Евровидения. Евровидения, да. Так что вы сможете посмотреть. Нет, ну, наверное, мы сейчас всех не вспомним, но очень многие поддерживали, поздравляли, Безусловно, да. и всем спасибо большое. Ваша поддержка, она рождает успех, поэтому мы будем стараться все возможное сделать. Скажите, как-то вот, глобально изменилась жизнь после того, как вы в финале победили? Да, теперь мы не принадлежим себе. Мы хотели после отбора съездить в Друскинкай, как говорится, в деревню, в лесок, словить дзен, но нам пришлось ехать на интервью, и теперь мы прописаны по Позагорать адресу. на Балтийском море Да. в марте. Да. Теперь наш адрес — это Макаенко 9, вот, Белти радиокомпания, кто не знает. Теперь мы проживаем там. Вот, у нас постоянное интервью, и Можете вот мы не принадлежим на себе Боровой теперь. полежать. У меня на возникло вертолёте желание посмотреть. отпустить ребят, вот честно просто. Да, вы уже Отпустите. идите, мы с Лешей разберемся. Мечта главная, это чтобы так было с собственными турами, с людьми, с концертами, куда приходит твоя целевая аудитория, твои поклонники. Вот это было бы очень круто. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня гости нашей студии — участники Евровидения от Беларуси, проект Well. Это саунд-продюсер Влад Пашкевич и вокалистка Лера Грибусова. Так, кстати, сразу вот об этом. Откуда у вас появился этот фирменный знак? Это сурдоперевод «да, видна». И это элемент в нашем движении.
Да. на сцене. Все очень просто. Подожди, а как вы вообще пришли к этому, к сурдопереводу и всему прочему? Ну вот изначально, то есть Лера занимается влогом давно уже, да. Да, и вот хотелось эти какие-то все темы. элементы поставить. Вок, сурдоперевод. И к нашему вот продюсеру Андрею Калине пришла идея, то есть... Вирусного вот движения как ли- такого, да. Как это будет на сурдопереводе выглядеть? И это оказалось довольно круто. Ну, это выглядящим. круто, да. И сильно. вот эта идея вот закрепилась и развивается и дальше. Маска в Инстаграм вышла. Да, Вот можно такая, да, да, с да. песней. Мне еще немного напомнило стюардессу, знаешь, перед взлетом. Чик-чик. Возможно, но это Оп. тоже своего рода влог. Согласитесь, Да. да. Вот это туда, переходим туда, это, да, и так далее. Ну, Ой, в как общем, ты красиво это все делаешь. Ну Ой, да, а надо зачем я это делаю? Так любить себя, некрасиво, да. надо успокоиться. Господи, у Да, у меня тебя даже- лютая пластика. да, Как наши развиваем. друзья пародируют Леру вот так вот. Очень просто. Оп. Так, ребята, это Ладно, прекращаем. какой- Челлендж. Давайте вернемся к нашим вопросам. Да, и вам уже задавали вопросы про то, как видоизменится номер, но время-то уже прошло какое-то, да? У Да, вас же есть но какие-то наброски. Я знаю, что вам режиссером пришла уже мы- сцена, да? Да, но режиссера мы еще не нашли, поэтому мы не знаем, что изменится в номере. Прекрасная сцена, мы видели эскизы, она в виде На что космического похоже? корабля а-ля Star Wars, в виде такого Ну вот, треугольника. вот так вот, не знаю, так, и вот так. Ты опять начал танцевать. Ты тоже Нет, я хочешь сцену вот так. показываю. Это всего лишь сцена. А насколько численности штат, вот кто поедет с вами? Всего 14 Ну, человек едет вообще делегация. Включая вас, делегация. да? Да. Включая нас, да. Да. То есть это ограниченный Мгм. такой список. На сцене всего лишь 6 Максимум человек может 6. быть И на максимум. сцене и там за такие есть сценой. ограничения? Да, да. И на Открывается сцене и для меня за новый мир сценой. То Евровидения. есть получается, что остается 8 человек То есть, допустим, у нас делегации 3 дополнительной. человека на сцене, да, вот было, да, это значит, что еще максимум 3 могут быть за сценой, допустим, бэк-вокал за сценой может стоять. Мгм. У нас, Вам скорее на всего, так и бэк-вокал, будет. кстати, не нужен человек. Вот послушайте, как у нас Леша уже поет. прошла Давай-ка, концерт. слушай, ну-ка, Эти ну-ка, ну-ка. божественные Алексей. Ага, нотки. давай. Смотрите, как красиво. Ну. Давай ты споешь. Давид на. Давид на. Засталась. Да, видно. Бэк-вокал собаки вам не надо? Воу-воу-воу-воу. Знаешь, у нас есть там такой вокальный сэмпл. Хей, хей, хей. Эй, эй! Вот это всё, отлично получается. нормально. Вот это Я прям с замечательно. кикбоксом занимался, там Вот это кричал, огонь. эй, эй, эй! Первый раз в Руку жизни побереги жалею, только, что сижу рядом с пожалуйста. тобой. Это Мы было больно. Я переживаю за твою руку. Побереги ее, пожалуйста. Все, не, я просто уже Ну. тут, запахло поездкой за границу. Я уже руки не Глаз жалею. блестит у человека уже. Искра в глазу. Слушайте, ну, насколько я знаю, вас поддержала в том числе и Джамала, да? Победительница 2016 года от Украины. Да. Джамала является моей наставницей в «Голосе Украины». В 2017 году мы были на проекте, и она очень держала за нас кулачки, сказала, что это очень сильная заявка и песня, поэтому она неистово рада. И сейчас вот как раз-таки мы ведем переговоры с командой Джамалы, консультируемся О по возможности поводу... реализации номера с Да. ними. То есть, да. Возможно, мы с ними будем Ну, работать. Джамала крутышка. Мне так нравилась ее песня на Евровидении. Это Да, просто это было нечто. очень- это была Нестандартно, нестандартно невероятно, было да. довольно, Прекрасно. Как считаете, что в этом году вот нужно Евровидению? Искренность, эпатаж, шоу, Фрики. голос? Знаете, Что? честно, Креатив. ответить на этот вопрос, мы не знаем, что нужно Евровидению. Это такая отдельная тусовка, то есть отдельно от Совершенно мировых закрытая. трендов. Да, вот с нашей стороны мы предоставим то, что наше искреннее, то есть это то творчество, которое мы чувствуем Где мы являемся самими самим собой. собой. Это важно. Значит, наверное. искренность. Я хочу Тру- целовать ваши тру мозги щас в просто, мой. я вам серьезно говорю. Мне кажется, это очень правильная позиция в принципе по жизни. Это За очень вас очень- 1,5 кулака с моей стороны. Сейчас, допустим, мы Мои видим два по полноценные. отзывам, что мы немножко не формат Евровидения, судя по там некоторым впечатлениям людей, но это даже и круто для нас. Но в основном потому будет что- очень много баллад, вот как мы уже Да, то есть такой форматный, прослушивали. вот, знаете, баллады вот эмоциональные, вот такие В длинном задушевные. платье, вот эти руки. Да. А у Да, нас то есть, немножко у такая... нас немножко- Попала рябина, налетели снегири. Да-да, баллады — это именно вот это, ты прав. И очень важно еще, что мы, в принципе, со своим родным нейтив, как говорится, языком. И будем вообще то, представлять что страну. трек спродюсирован, сведен, саранжирован полностью самостоятельно, это, наверное, первый случай в истории. Когда от Из первых нот Беларуси, создания когда, до то есть, ну, мастеринга мы делали это все сами. Не, ну прям гордость берет. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях участники проекта Евровидения от Беларуси, проект Well, саунд-продюсер Влад Пашкевич и вокалистка Лера Грибусова. Всем привет. Привет! Так, ребята, сейчас вам необходимо будет поучаствовать в нашем интерактивчике. А мы готовы. А вы нет. Хорошо, значит, пришло время интерактива под названием «Песня для Евровидения».
Итак, сейчас я буду вам зачитывать какие-то фрагменты, и вам нужно будет угадать, существует такая песня, либо ее не существует. Хорошо. Ну Поехали. что, поехали. Да. Наша первая песня или не песня. А я устал. Мне просто надоело кивать в ответ на глупые признания. Я не такой. Но разве в этом дело? Вам это в кайф. Мне это в наказание. Мне кажется, это похоже Поэзия, на поэзия, поэзию да. какую-то. Вряд ли это песня. А если бы я тоже как не рэп думаю. прочитала, вы бы сказали, что это рэп? Не, Нет. все равно не тянет. Очень- Я устал. Мне просто надоело кивать в ответ на глупые признания. Я плохой рэпер. Строфа такая очень Поэтическая, да. поэтическая, Да, да, поэтому да. Мгм. вряд ли. В общем, песня. это не песня. Это не песня. Нет. Ну, давайте себя проверять. А я устал, мне просто надоело кивать в ответ на глупые Кивать. признания. Я говорила, что я плохо Кивать. читаю рэп. Кивать. Я неплохо Такой, читаю рэп. Но разве в этом дело? Вам это в кайф, мне Какое-то очень это плохое в качество. Это да. какое-то Вам это в низкопробное. кайф, мне это надоело. Низкопробная IQ история. 7. Ну, не знаю. Я почти уверена, что есть такое стихотворение, которое он просто положил на бит. Наверняка, да. Наверняка. То есть, парень, тебе лучше этого не делать. То есть не продолжай. Не, ну почему? Творчество, Чё-то ну- так, это, мне Лера тоже Подожди, говорила парень, музыку парень, бросать. алло, Ну, как ты бы я не где? бросил, видите. Парень, продолжай. Мы, ну, Парень, нам потом- нужны песни для интерактива, Нам не из продолжай. чего будет делать интерактивы без тебя, братан, давай, ну. Итак, следующий трек. Или не трек. Девушке одной сделал я рентген. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. Скорее всего, Ну, таких опять песен мы тоже не биточек будет, знаем. да. Мы тоже не знаем такой С песни. А таким, это я с слышу, таким если- текстом вряд ли. Ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Ну, давайте для... Мысли нет. Давай, Кабриолет. Это врач приемного давай скажем, что покоя есть поет. такая песня, чтобы Ну немножко... давайте, попробуем угадать. Попытаемся? Да, Попытаемся. Ну, давайте Чёрная проверять. краска. Есть такая песня. ну конечно. Нет такой песни. Такие Огонь. расцвели. Это я вас это подвела. Короче, надо всегда говорить, что Заставила такой свернуть песни туда. нет, и больше угадаем, чем если будем менять. Знаете, Кстати, как в верно. школе, там Возможно. все ответы «Б». Экзамен сдал. Был у тебя такой опыт? да? Был. Ну, как многие ЦТ сдавали. Следующая Да, да. песня. В магазин пошел я смело, распечатав кучу денег. Вы не плачьте так, братва, через пару лет снова встретимся. Нет такой песни. Это чья-то жизнь Не, просто. давайте SMS-ку есть. черканул Давай прямо есть. Давай попробуем, что Ну хорошо, есть. есть Да. такая песня. Ну, давайте пробовать проверять. Есть такая песня. Такой песни тоже нет. Или как бы Ой-ой-ой. показала Лера. Не, чапка. Чап, Чапка. Нет такой песни. Чап. Чапка, как я говорю. Это чап. О чем Неважно. вы говорите? Это на свои Чап голоса это, в ну, ушах, это типа да. боги, что типа не катит. Ну, Да, типа фигня. чап, Да, чап, да, это да. чап. Ну как Да. ты показываешь, чап-чап. Это чапнем? Не Парни чапнем. возле магазина. Ребята, так с утро. утра там Не чап-чап. Поэтому не надо тут Зи-зи. связывать с чапкой. Итак, Ну, не следующая наша песня. Я шугаюсь по углам, как будто мышь, но мне нигде покоя нет. Я всюду слышу эти крики, хохот, стоны. Лови покемона, мона-мона. Пускай будет такая песня. Мне кажется, года 2 Давай. назад смогла. Моно, быть, моно, когда волна покемон. Когда Pokemon Go покемонов была. Я люблю популярно, покемонов, я да. тоже голосую за, если что. Ну Давай давайте за. попробуем. Давайте. Есть такая песня. Мона-мона-мона! О, Колбел! Колотушка. Е-е-е. Хорошо, что хоть Колотушка. кто-то творчество короля Шута продолжает, да? Горшка. Итак, Последняя. наша финалочка, последняя песня. Итак, сосредоточьтесь, пожалуйста, умоляю. И ты. Не быть нам больше вместе с тобою никогда. Я вынужден признаться, я огромная пчела. Соль вода, соль вода, соль вода, соль вода. Скажем да? Скажем да. Лера, тут Молчаливо, тебя драматургия да? зацепила, да? Пусть Да, да. будет. Этот парень не так-то глуп. Слушаем. Не быть нам больше вместе, с тобою никогда. Я вынужден признаться, огромная пчела. Соль вода, соль вода. Я бы слушала такое, мне реально нравится. Да, Это соль круто. вода. Вы в конце дали нам правильный ответ. Молодцы, красавцы. Ну-ка, Итого? хлопай, не зевай.
Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня нашими гостями являются участники проекта Евровидение от Беларуси. Это проект ВЭЛ, саунд-продюсер Влад Пашкевич и вокалистка Лера Грибусова. Слушайте, вопрос у меня к вам практический. Как у вас с английским языком? Вам придется ехать и общаться очень и очень много на нем. Знаете, как меня учили Ну, давай. говорить? I have studied at Minsk State Linguistic University. А что ты сказал? Просто я английского вообще не алё. Что Влад учился... Что я учился в Минском государственном лингвистическом лингвистическом университете. Поэтому Да. у него хороший английский. В простонародье иньяс. Да. Да. У меня разговорный такой. Нет, тоже, в принципе, неплохо. My English very bad. Very bad. Very bad. It's a pity. Настолько плохо знать слова bad. Ребята, у нас к вам еще серия вопросов имеется, отвечать на которые нужно будет быстро и Давайте. коротко. Хорошо? Давайте. Поехали. Лера, главное достоинство Влада, а потом сразу недостаток. Серое вещество. Это что, у него форшмак? Форшмак есть, серое вещество. Серое вещество в голове — это интеллект. А, наверное, недостаток — это понял. просто инопланетянин в быту. Нормально. Хочу короткую подробность. Почему? Допустим, Влад там, например, сделай там что-то, там, сделай кофе. Он пока дойдет, он же забудет об этом, потом придет обратно. Прихожу, спросит, у него что? уже шлем из фольги. Ну, в общем, это человек, который забывает, где лежит его щетка. Вот, поэтому... Ванной, сосредоточься. Ладно, к тебе вопрос. То же Да, самое про Леру. да, Положительная черта и что-нибудь, что тебе не очень-то и нравится. Положительная черта — это талант, невероятный просто талант. Самая... Какая черта отрицательная, да? Да. Это опаздывание вечное Ну, куда-то. есть у меня такая Постоянно семейная всегда опаздывать. история. Кто у вас в союзе главный? У нас равноправие. Равноправие. Влада, ты попросила не отвечать на этот вопрос. Совершенно верно. Иначе будет избиение. Влад, как ты расслабляешься после тяжелой недели? Я лежу в кровати и что-нибудь смотрю. Еще у него хорошо получается медитировать. Он прямо засыпает. Когда мы Это плохая медитируем, медитация. это Постоянно плохая медитирует. медитация, да. Поэтому мне приходится Влада все время тыкать и говорить: не спи, не спи, не спи. Мы здесь. Лера, твой кумир в сфере музыки. Ну, вообще, создавать себе кумиров — это такое себе дело. Но, наверное, это группа Black Eyed Peas с детства была. И сейчас Бейонс, наверное. Так, простите, я отвлеклась. Не говори мне слово Black Eyed Peas, начинаю в душе танцевать. Расскажи, пожалуйста, по твоему мнению, самое красивое место в Беларуси? Брославские озера мне очень нравятся, озеро Нар очень нравится. Вообще, наверное, озера. Город Гродно обожаю просто. Все засчитано, ребята. Спасибо вам большое за ваши ответы. Вы Спасибо круто вам. справились. Желаем вам от Спасибо. души удачи. Будем держать кулачки, болеть. И рады, что мы с вами уже не первый раз видимся. Ждем вас скоро в гости там в каком-нибудь июне, мае, как приедете. С победой? победой. Сразу к нам. Естественно. Сразу к нам. А мне Спасибо. магнитик привезите, пожалуйста. Я скромный Может, человек. как еще бы. чего-то? Мы в Пару Амстердам маек заедем. можете. На границе не пропустят с этим. А, ну уже, да. поэтому Слушайте, да. это, там Может, говорят, тюльпан какой? машины стиральные подешевле. Ну что, ребят, все, удачи вам. Спасибо Будем за вас большое. болеть очень и Да. очень. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Настя, мы вроде бы на одном проекте работаем. Угу. Оба ведущие. Так, Но что-то мне подсказывает, как будто зарплата у кого-то в разы больше. ты чего это так решил? Потому что ты каждый день на работу носишь новые ювелирные украшения. Вот ты о чем. Ну просто у меня секрет один есть. Твой ухажер-мажор? Нет, хороший друг. И я сейчас говорю не про человека какого-нибудь, а про сеть под названием 7 карат. И там такие великолепные цены, что я могу позволить себе любые капризы в любых количествах. И, кстати, все вот эти вот вещицы имеют пожизненную гарантию, а значит, что это хорошая инвестиция. То есть ты когда-нибудь будешь модной, пожилой девушкой Да, и будешь носить эти же кольца и браслеты? все верно. Кстати, о продвинутых бабушках. Пришло время нашей постоянной рубрики «Алла Тест». Поехали! Кофе он или она? Кофе он. Дорогие друзья, вот я зашла в студию и ощущаю аромат, летающий по всей студии, аромат кофе. Сейчас рубрика «Алла Тест», и сегодня я тестирую кофе. Я не знаю, какой здесь кофе, но будем пробовать. Кофе с молоком. И не американо это,
И не капучино это. Вкусовые качества. Вкусовые качества. И сколько от 1 до 10 дала бы этому кофе? 2. Какое название этому кофе? Молоко. Поехали дальше. Вот это больше похоже на кофе, но опять-таки здесь присутствует опять молочный вкус. Капельку подсластили вот это кофе. Очень похоже на растворимый. На 1 балл больше, чем первое кофе. Первый кофе 3. Да, где-то так, 3 с минусом таким. Пробуем следующий кофе. Ой, какие они все схожие. Этот кофе напоминает типа капучино. Но 4 можно поставить. 3, 4. Это вот 4 баночка. Пробуем. Молоко тоже есть. Вон. Все молочко тут. Вот, одинаковые. Абсолютно 1 к 1. То есть мы вас обманули? Получается так. И последний попробуем. Боже, неужели это будет Далмайер, мой любимый мой кофе? Наверное, нет. Ну, попробуем. Молока нет и похоже на растворимый кофе. Какой выберешь кофе самый лучший из этих всех? Из этих никакой. Какой вам понравился меньше всего? Вот этот первый. Это латте матча. Латте переводится как молоко. А матча? Ну, крутой весь из себя матча какой-то. Никакого тут крутизны матча нету. Какой тут матча? Тут и матча его так нету. Матча – это порошковый зеленый чай. Который я не люблю. Я же почувствую, что это нет. Ну, молоко тут есть. Ну, вот что-то такое. Может, это матча такое? Вот этот, который ближе к матча. Да. Это flat white. Ой, ну, такие названия я первый раз слышу. Капучино. Состав капучино – это… Обычно капучино делается без молока. Капучино не делают никогда. Капучино всегда присутствие молока. Латте. Здесь больше молока. Меньше кофе, больше молока здесь было. И он горячий был. И дальше у вас американо. Вердикт по кофе. Честно, мне как бы из всех я этих 5 друзей выбрала американо. С вами была Алла Васильевна и моя рубрика «Алла Тест». Пока-пока! Давайте еще расскажем. Дорогие друзья, с вами была Алла Васильевна и моя рубрика «Алла Тест». До скорой встречи! Пока-пока! Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И рада представить гостью нашей студии. Это начальник отделения групповых занятий в клубе «Мир фитнеса», инструктор Людмила Орлова. Где ездят на вездеходах? Везде. Зачем в квартире нужен балкон? Для мусора. Как потратить первую зарплату? Отдать маме. Кому особенно мешает снегопад? Дворнику. Людмила Орлова, начальник отделения групповых занятий в клубе «Мир фитнеса», инструктор. Более 7 лет в сфере фитнеса. Специализируется на спортивном танцевальном направлении зумба. Также является персональным тренером по пилатесу. Люд, привет, рада тебя видеть. Привет. И вот такой к тебе вопрос. Ты же у нас не просто инструктор, ты, между прочим, начальник. И вот что входит в твои обязанности? Работать с расписанием, следить, чтобы все тренеры везде вышли, никто никуда не пропал. Если заболел, перебазировать ты там смотришь одним глазом, как они проводят тренировки? Ты можешь сказать, ну, нехорошо так себя вести, нужно по-другому? Там все уже очень опытные, можно уже за ними не смотреть. Помимо того, что ты начальник, ты еще инструктор по зумбо-фитнесу. Да. Расскажите, пожалуйста, Людмила, как вас занесло в эту степь? Я давно с танцами связана, с детства. Слушай, ну бытует мнение, что зумба — это такая вот отдельная философия, как и йога, да? Философия, в общем-то, в том, что эта программа очень коммуникативная, и она направлена на то, чтобы люди в процессе вот этого совместного действия максимально могли какой-то единый дух почувствовать и в этом духе потанцевать. Она для всех. Она подходит каждому, и даже людям с ограниченными возможностями, неважно, пожилой ты, молодой, все хорошо с физической формой, не очень, есть какие-то ограничения, все равно ты можешь себя там найти, скажем так, и чувствовать наравне со всеми. Вот это, наверное, самая важная философия.
А как выглядит вот среднестатистический такой зумба, фитна, бодибилдер? Да это обычный человек. Ну, в основном у нас, конечно, женский пол. Хотя создатель программы мужчина, весьма колоритный мужчина. И очень хорошие ребята, инструкторы мужчины всегда. И у нас очень мало пока мужчин и ходит, и инструкторов буквально пару человек. А почему так? Ну, наверное, потому что мужики не танцуют. Бытует еще у нас пока это мнение. Ну, если говорить, например, про социальные танцы, там мужчин становится больше с каждым годом. Ну, на зумбу тоже приходят. Кого-то приводят жены иногда. Кто-то так, кто не стесняется, не боится зайти. Потому что ребята же тоже есть, которым нравится танцевать, нравится музыка. Почему нет? Сказать, что это для девочек, нет, не скажешь. Она, в общем-то, для любого пола подходит. Итак, среднестатистический посетитель твоих занятий — это женщина? Женщина где-то, наверное, 35 лет примерно, 35-40, наверное, вот так. А почему такое еще возрастное ограничение? Почему Нет, ну просто это как-то, так я замечала. Совсем молоденьких девочек достаточно мало. Ну, по крайней мере, я веду в мире фитнеса только зумбы, и я смотрю, кто ходит ко мне. Если это какое-то массовое мероприятие, то там, конечно, от мала до велика. И совсем юные девочки, и женщины за 60. То есть вообще, в принципе, никаких ограничений нету, да? Нет, единственное, что разделяется формат, например, просто зумба-фитнес. Считается, что это достаточно интенсивная тренировка сама по себе. Поэтому если есть какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой или опорно-двигательным аппаратом, то может быть просто слишком интенсивно для человека. Есть формат, который называется Zumba Gold. Он предназначен как раз для людей с ограниченными возможностями, либо если это люди старшего возраста, либо совсем-совсем новички. Но ты уже сказала, что в основном все-таки это латиноамериканский ритм. В основном, да. Что-то и это современное. требование, да, если ты ведешь класс, то у тебя основная часть должна быть именно все-таки латиноамериканских. А у тебя есть какой-нибудь такой топовый трек, который ты вот считаешь идеальным для тренировок? Ну, там, в принципе, все занятие построено так, что у инструктора есть плейлист. Какое-то время этот плейлист сохраняется, потом он потихонечку там заменяет песни, потому что, в принципе, строится все так, что под каждый трек есть своя маленькая хореография. То есть это не так, что, как, например, в аэробике люди пришли, учат все занятие одну связку, и потом ее танцуют. Одна песня заиграла, под нее станцевали свою хореографию. Вторая песня заиграла, возможно, совершенно другой скорости, другого характера, под нее своя хореография. Ну и просто с течением времени инструктор заменяет что-то в плейлисте. Сказать, что один какой-то трек нет. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и в гостях у нас сегодня начальник отделения групповых занятий в клубе «Мир фитнеса», инструктор Людмила Орлова. Люда, расскажи, пожалуйста, зумба вообще способствует похудению? Или вот вообще... Зумба, как и любой фитнес-формат, похудению не способствует. Похудению способствует образ жизни. Потому что если человек пришел на зумбу, а потом пришел домой и хорошенечко покушал, да, потому что потратил энергию он там много, ему захочется ее восполнить. И если у него пару часов в неделю есть вот такой энергетический затратный класс, а потом он приходит и все восполняет, то про похудение здесь речи не идет. И вот к нам сюда приходят тренеры, которые говорят, что если вы 2 часа позанимались, это еще ничего не значит. Я надеюсь, что когда-нибудь придет человек, который скажет: ходи, занимайся 2 часа, и в жизни тебе будет счастье. Я поверю, и как Нет, похудею. он не скажет. Ну ладно. Хорошо, а вот какие цели преследуют люди, которые приходят заниматься зумбой? Но они, конечно, в основном идут с желанием похудеть. Привет! Но это настроение в первую очередь. Тот, кто ходит, он всегда отмечает, что это в первую очередь настроение. И, наверное, это, я бы сказала, основная цель. Уже все остальное, естественно, можно говорить про кардионагрузку, про то, что человек двигается. Но это да. Но в моем мнение это второстепенно. А так, да, за настроением. За тем, чтобы почувствовать, что мне доступно все то, что делает человек передо мной, я тоже так могу, у меня тоже все получается. А вот ты говоришь, что мужчин очень мало приходит. Реально, вот какой процент взять, если вот от 100% какой процент? От 100%? Ну, человеку, наверное, 3-4, если от 100%. И они приходят поодиночке или в паре с девушкой? А когда как? Кто-то приходит сам, кого-то, да, приводит девушка или жена. А весной какой-то... А весной наплыв мужчин не прибавляется? Нет. Сказать, что они как-то зависят от времени года,
парни, не моросите, там где-то целый зал девчонок. И Везде по городу. конкуренции нету почти, там, Методы съема от Лехи Корня. Заходите в фитнес-клуб. Пикап недорого. Слушай, ну вот движение, которое вы разучиваете, да, то, как вы себя ведете, шаги и все прочее, это можно потом где-то использовать в клубе, например? Да, есть какие-то базовые движения, которые... Можно сказать, что это истинно, да, движение зумбы, но в целом просто человек становится более свободным. Ну, слушай, мы тоже хотим, между прочим, раскрепоститься. И я знаю, что ты принесла нам ролик, на котором можно посмотреть, как вы, собственно говоря, занимаетесь зумбой, да? Да, но это будет ролик с нашего минского мероприятия. Мы часто проводим мероприятия, когда собирается много инструкторов, мы работаем на сцене, люди приходят в зрительном зале, скажем так, на танцполе, лицом к лицу к инструкторам танцуют, и можно будет, в принципе, понять, на что похожи вот эти массовые мероприятия. А что касается физической подготовки, вот какие результаты можно увидеть в себе, в своем теле после того, как ты позанимаешься зумбой какое-то время? Ну, основная, наверное, после настроения момент — это то, что это хорошая кардионагрузка. И многие отмечают, что кому-то скучно ходить по дорожке, например, или бегать по дорожке просто в тренажерном зале, в кардиозоне. А здесь ты вроде бы точно так же, твое сердце работает чуть интенсивнее, менее интенсивно, потому что тренировка строится в интервальном режиме. Мы не работаем все время на какой-то одной интенсивности. От начала до конца. Дал жару, и потом немножечко, отдохнул под какой-нибудь медленный, спокойный ритм. То есть сердце работает хорошо, движение, соответственно, свобода движения в теле. Слушай, я вот видел, что люди перед пробежками, перед кардиотренировками обматываются пленкой пищевой, вот обматывают бока, это ужасно. Живот. Это вообще как-то Они работает? надеются таким образом растопить жир, я думаю, но это, наоборот, очень плохой эффект оказывает, опять же, на сердце, потому что организм просто перегревается. И то, что человек принимает за то, что я сильно потею, значит, я в этот момент сейчас сильно худею, в этот момент его сердце бьет тревогу. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и сегодня у нас в гостях начальник отделения групповых занятий в клубе «Мир фитнеса», инструктор Людмила Орлова. Да, и мы уже успели поболтать о том, что Люда у нас специализируется по зумбе, и мы уже заинтересованы невероятнейшим образом. Поэтому сейчас тебе придется участвовать с нами в интерактиве и учить зумбе, собственно говоря, нас в нашем конкурсе под названием «Мастер-фломастер-класс». Итак, что же мы будем делать сейчас? Сейчас мы попросим тебя под классическую латиноамериканскую музыку показать нам какие-то движения, которые мы сможем потом под другие треки тоже повторить. Тебе придется нас учить. Вот, чем богаты, тем и рады. Попробуем. Давай. Итак, наш трек. Так, и ноги у нас вступают, да? Лёш, я боюсь тебя ударить. О, дискотека Welcome, 2000 год. Опа, кто наплевал на пол? Все, отдыхаем? Да. Нам Всё, хватит. поклонились. Всё. Надо красиво Как поклониться. в карате после боя. Да. Слушай, ну теперь эту музыку меняем. Да. И мы сможем повторить все то же самое под Не, новый надо трек. другое. Надо Другой что-нибудь? трек, другой шаг. Другой Ладно, трек. хорошо, другой трек, другой шаг, импровизируем, мы повторяем, поехали. Сейчас я послушаю. Время пострелять, что нами пальба. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. Я просто трачу себя, я просто трачу себя, всего себя. Грибок, Время грибок. пострелять, что нами пальба. Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка. Я просто трачу. Как-то так. Ну пока. Все, Леша увлекся. У тебя все, пошла дискотека. Леша, приходи к нам на класс. Я вот это вот запуталась с твоими движениями. Давайте вы мне Как включите. сложиться? Давайте вы мне включите трек, и я вам покажу пару упражнений, вы за мной будете повторять. Что, меняем правила? Давай, следующий трек специально для Лехи. Все повторяют за мной. Поехали. Только сердцу не прикажешь, сердце просит продолжение любви. И вечерний экипаж ее носит на окраину Москвы. И там
шальная. Я тебя боюсь! Императрица Я в объятиях юных кавалеров забывает обо всем, как будто вечно ночь будет длиться. Стоять нельзя! Очарование не наступит новым днем. Оп, поехали! Лёха, ты же просто мастер-фломастер, я тебе скажу. Это было прекрасно. Годы А ты тренировок. можешь себе собрать, между прочим, Можно занятия? идти обучаться на инструктора. Так органичен во всем этом, мне кажется, сейчас просто... Это типа хороший инструктор, плохой инструктор, да? Я Главное, точно. что есть эмоциональная составляющая. Все остальное дело наживное. Так, вывод можем Спасибо. сделать один. Лучше идти к профессиональному инструктору, а к Лёхе нужно идти за хорошим настроением. Если нет бабок, идите ко мне, я тренирую. Не обязательно даже бабок. Например, летом проходит проект, называется «Пешеходка». Люди собираются, вот где Площадь Свободы, и там по выходным всегда прям толпа народу, и можно прийти летом, по И субботам, там например. прям зумбой, можно Да. прям зумбой заниматься? Да. Возьмете Лёшу инструктором? Инструктором только лицензированного можем взять. После Я пыталась. прохождения обучения. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и в гостях у нас сегодня начальник отделения групповых занятий в клубе «Мир фитнеса», инструктор Людмила Орлова. Люда, мы знаем, что в твоей профессиональной копилке не только зумба, но ты являешься еще инструктором, тренером по пилатесу. Для кого больше подходит этот вид? Для всех. Для всех? Абсолютно, да. Но все-таки там что-то более ритмичное пилатес, я так понимаю, что это больше растяжка. Достаточно спокойно. Ну, не то, что спокойно, растяжка. что-то нет. Его основная суть в том, чтобы человек научился чувствовать свое тело, научился им управлять. Там он обучается тому, насколько можно корректно двигаться безопасно. И если он там приобретает... Понадобится некоторым, да. Да, после травм тоже реабилитация, это все тоже про пилатес. И если он уже там приобретает какие-то навыки владения своим телом, он может их использовать абсолютно везде. Хочется ему танцевать, он идет и успешно танцует. Хочется идти в тренажерный зал, он знает, как себя там выстраивать, как удерживать какое-то положение. То есть, опять же, он будет работать с гораздо большей эффективностью и с меньшим травматизмом, скажем так, снизит его до предела. Сейчас у нас есть к Людмиле несколько вопросов в формате блица. Максимальное время на ответ 10 секунд. Мы начинаем. Итак, 3 правила для тех, кто приходит на ЗОЖ. Не переусердствовать, слушать свой организм и верить, что все получится. Лучший способ сбросить вес. Каждый день двигаться. Пищевая привычка, которую стоит выработать каждому. Не ешьте Убрать пищевой мусор, который не приносит никакой пользы. Я тебе говорил, картон есть нельзя. Я тебе говорил, картон есть нельзя, Настя. Фастфуд, газировочку, все, долой. А как не потерять форму во время праздников либо отпуска? Нужно иметь ни на какой-то праздники, свой ни режим в- питания, в котором нету ни лишений, ни каких-то серьезных ограничений, чтобы у человека не было повода просто сорваться на все, что ему не позволено никогда и нигде. Что категорически нельзя делать до тренировки либо после? Категорически до. Но если вы идете на активную тренировку, ну прям совсем не стоит, наверное, плотно есть. После Это заниматься ваша своими жизнь. делами, да, спокойно. Каких-то жестких ограничений нет. Что категорически нельзя делать во время похода в зал? Отвлекаться на посторонние моменты. Говорить по телефону, слишком много фотографироваться. Лучшая мотивация для старта тренировок. Хотеть проживать качественную жизнь, когда ты все можешь и тебе все доступно. Ты так все это просто рассказываешь, как будто на самом деле пойти и тренироваться ничего не стоит. Так что ты меня замотивировала. Спасибо тебе за это. Но я знаю, что у тебя есть мотивации для наших телезрителей. В руках у тебя есть какие-то конвертики. Что Да, у в меня них? есть 4 гостевых визита, однодневных в клуб Мир фитнеса. Это значит, что человек с гостевым визитом может на целый день прийти в клуб, посетить все зоны, сходить в тренажерный зал, кардиозону, на групповые занятия, поплавать в бассейне, сходить в баню или в сауну и хорошо провести целый день. Спасибо тебе большое, очень щедрый и крутой подарок. Пожалуйста. А для тех, кто хочет получить замечательные призы от Мира фитнеса, вам для этого нужно подписаться на Инстаграм шоу «Подъем», на Инстаграм Мир фитнеса, быть максимально активными в нашем аккаунте в течение недели. 9 самых активных пользователей получат призы. Не тормозите, все по-честному, участвуйте с нами. Спасибо тебе большое, продуктивно, интересно, мотивирующе, в общем, все как надо. И вам потанцевали спасибо. неплохо. Спасибо Да. большое. И кто-то может теперь быть инструктором. Да, по сумасшедшей зумбе.
Лёш, я вот о чем подумала. Каждый концерт, да и, в принципе, любое выступление заканчивается какой-то такой хорошей, громкой, пафосной песней, а у нас такой нет. И что ты предлагаешь? Я предлагаю в конце исполнять какую-нибудь песню типа «Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом». То есть мы все утро поднимали телезрителям настроение Мгм. для того, чтобы вот ты так взяла и бездарно его испортила. То есть никаких песен в конце, да? От нас никаких песен. В конце давай просто, как обычно, прощаться. До скорых встреч, друзья. Всем хорошего дня. Пока-пока!